Одной из ярких страниц Дагестано-турецкого боевого содружества является участие кумыков во главе с Чопан-Шаухалом в войнах османов против сефевидов в 1580-х годах. И в частности во время первого Шимахинского сражения, а также второго, вошедшего в историю как сражение при факелах. Об участии кумыков в этих сражениях турецкий летописец Ибрагим Печеви скупо сообщает следующее. В Шимаху прибыло 15 тысяч воинов-лучников, отраженных дагестанским Шаухалом. Таким образом, исламское войско обрело весьма внушительную силу и мощь. Другой летописец, Ибрахим Рахимезаде, также сообщает, в счастливом правом фланге армии находился правитель Дагестана, Шаухал-хан. Такое название оно получило по причине того, что продолжалось 3 дня и 3 ночи и отличалось немыслимым упорством и ожесточенностью как со стороны османов, так и сефевидов. Во главе первых стоял знаменитый Осман-паша, а во главе вторых их известный полководец имам Кули-хан с многотысячным войском. Первоначальный успех сопутствовал сефевидам, имам Кули-хан даже отвоевал у турок Шимаху. Финальное, решающее сражение произошло 11 мая 1583 года в местности, называемой Баштепе. Турки во главе с Осман-пашой Аздемир Аглу тем самым одержали очень важную для исхода всей многолетней войны с сефевидами победу. В результате нее османы сохранили за собой Дербент и Ширван, а Дагестан и Грузия были надолго защищены от сефевидской угрозы. По традиции принято считать, что сражение при факелах произошло на берегу реки Самур, в местности Баштепе. Однако это мнение вызывало и теперь вызывает немалые сомнения, ибо всесведущий турецкий географ и путешественник Эвлия Челеби, долгое время гостивший у Шаухала в Дагестане, хорошо знавший историю войн османов на Кавказе, еще с середины 17 века писал, что на некотором расстоянии, не уточняя, правда, в каком направлении от города Демиркапы, то есть Дербента, находится местность, называемая Баштепе. По его словам, здесь же стоял лагерем османский завоеватель Кавказа и Дагестана Аздемир Аглу, Осман-паша. Он же указывал, что здесь, на этой местности, располагался один из великих городов – моголов, и сообщал, что здесь все еще сохраняются здания, и некоторые достопримечательности Баштепе, и по сей день можно увидеть могилы потомков великих моголов, занимающие площадь 40-50 шагов в длину. По мнению Челеби, и этот город Баштепе, и народ его уничтожил и разрушил до основания Тимур-хан. Баштепе, таким образом, местность во всех отношениях историческая, достопримечательная. Возникает, однако, вопрос, где же конкретно располагался этот город. Мы ранее привели некоторые аргументы в пользу его отождествления с упомянутым выше Баштепе, с известным городом, старым городищем, возле Улу-Бойнака, ныне Улбияул Карабакенского района. О нем писали в своей отписке грузинские послы в Москву старец Кирилл и подьячий Сава. Их путь лежал по маршруту Дербент-Бойнак-Татки. Старец Кирилл упоминает о старом городище, которое стоит на реке Бойнак. А от моря той рекой до городища верст 15, а от Тарков днище. А на том городище стены и башни и ныне есть, только посыпались. А меряют-то городище в длину и поперек сажен по 300. Кирилл указывает далее, что из того городища прилегало 2 дороги. Одна дорога в Дербени, а другая в Шимаху и в Баку. Ученые и историки, в свою очередь, еще ранее отождествили его с гунским городом, великолепным Варачаном, как его называл Моисей. На это старое городище в 1666 году, очевидно, обратил внимание и турецкий путешественник Эвлия Челеби, описывая город Баштепе на некотором расстоянии от Дербента. Отметим только, Баштепе у Эвлия Челеби могло быть прямой калькой кумыкского топонима Баштопе, под которым, надо полагать, подразумевалось параллельное название горы Избиртау, возле которой располагалось упомянутое старое городище. В этой связи напомним, что одно из значений термина «тепе» в турецком языке – возвышенность высотой в несколько сот метров, а «тепечик» с уменьшительным суффиксом «чик» обозначает холм, горку. Местные жители кумыки с незапамятных времен обратили внимание на это чудо природы, а заметив на свой народный лад и назвали Юзвартау, что может означать лишь гора с человеческим профилем. А все это позволяет нам предположить, что, возможно, именно Эвлия Челеби стал еще в 17 веке первооткрывателем Баштепе-Избирбаша, горы с человеческим профилем, с человеческими очертаниями. Таким образом, если верны приводимые наши факты и наши рассуждения, сражение при факелах, можем утверждать, происходило именно здесь, на очень важном после Дербента геостратегическом пункте, где находится Избиртау и прилегающая к ней равнина.